Бурлондо Найортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня расскажу вам о том, что делать, когда вы видите, что вы заболели, и когда заболевание течет в разных формах, бессимптомно, легкое или тяжелое течение. Вот что нужно при каждом состоянии делать, потому что мы, конечно, везде об этом информируем, но я еще раз хочу напомнить основные меры профилактики или уже, если заболел, то основные меры, которыми то есть вы должны руководствоваться. Итак, если у вас положительный тест на ковид или есть симптомы ОРВИ, даже при отрицательном тесте так бывает, особенно в первые часы, в первые сутки, но при этом есть, повторяю, симптоматика ОРВИ, а это насморк, кашель, першение и боль в горле, нужно позвонить в колл-центр поликлиники или единая служба 122 для консультации с медицинским работником и назначения того лечения, которое может быть назначено без осмотра. Что нужно делать дома в части просто профилактических мер? Конечно, проветривать обязательно помещение, где находится пациент с симптоматикой, каждые 3 часа. Обязательно соблюдать питьевой режим. Обязательно. Это очень важно. 2 литра в сутки при повышении температуры это нужно обязательно выпивать. В этом случае происходит обезвоживание и начинается симптоматика уже другая, с реологией крови. Нужно обязательно мерить температуру, ее записывать, потому что если вы измерили и не записали, вы просто можете забыть. А это нужно смотреть, как динамика по температуре. Далее, при возможности, конечно, если у вас есть пульсоксиметр, обязательно измерять насыщение кислородом крови. И все параметры ниже 95, это уже тревогу надо бить. Может быть, надо перемерить просто там 2-3 раза. Но если 2-3 раза идет показатель на пульсоксиметре ниже 95, то нужно немедленно вызывать скорую помощь, потому что это уже плохой симптом. Далее. Можно использовать противовирусные препараты, капли в нос, спреи, но только, конечно, все-таки по рекомендации врача, хотя если нос заложен, то по большому счету капли для сосудосуживающие, конечно, можно применить, чтобы, в общем, все-таки носовое дыхание разгрузить. При этом надо сказать, что если беременная женщина, то здесь только по назначению врача, потому что здесь очень сложное может быть проявление любого препарата на беременную и на плод, поэтому только по назначению. Далее. При боли в горле, конечно же, можно применять местные растворы, полоскания горла, таблетки для рассасывания, они тоже в аптеках представлены, спреи. И эти препараты отпускаются без рецепта врача. Также и нужно, и можно применять и принимать витамины группы С и группы D. Там в соответствии с инструкциями, там все просто. При наличии хронических заболеваний, это в первую очередь сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические, почечная недостаточность и другие, нужно обязательно принимать в тех дозировках препараты, которые были вам прописаны. Ни в коем случае их не снижать и не отменять. При ухудшении состояния, если у вас повысилась температура выше 38 градусов по Цельсию и сохраняется более, я бы даже сказал, написано в рекомендациях 2 суток, я бы сказал, что более суток, если у вас сохраняется температура, несмотря на прием жаропонижающих средств, необходимо, конечно, позвонить в колл-центр вашей поликлиники, либо, я уже сказал, в единую службу 122 для дистанционной консультации с медицинским работником. Теперь, внимание, если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной, далее уровень сатурации, как я уже сказал, стал менее 95 и 94, и участилось дыхание, то, конечно, нужно немедленно вызывать через 03 скорую, потому что в данном случае нужно описать именно эту симптоматику и вызывать скорую, потому что здесь это уже неотложное состояние.
Теперь, если у вас повысилась температура выше 39 градусов, то, да, и появилась отдышка, усилилась общая слабость, головокружение, также чувство нехватки воздуха, то необходимо также вызывать скорую помощь. Не нужно не звонить ни в 122, ни в колл-центр поликлиники, это уже скоропомощное состояние. Ну и очень важно, не стоит самостоятельно принимать антибиотики. У нас сейчас такое поверье пошло, что антибиотики от всего помогают, вовсе это не так, и антибиотики назначают только медицинскими работниками. И только в случае показаний, когда есть бактериальная флора и бактериальная инфекция. При вирусной инфекции, ОРВИ, ковид, антибиотики совершенно не принесут никакой пользы, а нанесут только вред организму. Теперь по детям. Это отдельная история. Что же делать, если заболел ребенок? Ну, во-первых, нужно, если это школьник или ребенок ДДУ организованный, оставить ребенка дома и ни в коем случае его не отправлять ни в школу, ни в детский сад. И строго выполнять рекомендации медицинского работника и ни в коем случае не заниматься самолечением. Я прошу отдельно родителей на этом заострить внимание, потому что у нас начинается полипрагмазия, и ребенку, извините, суют все, что есть дома, в домашней аптечке, и антибиотики, и противогриппозные препараты и так далее. Этого делать ни в коем случае нельзя. Нужно позвонить точно так же в колл-центр детской поликлиники, либо в единую службу 122, и дистанционно проконсультироваться, ну и, конечно, к ребенку, скорее всего, что при повышении температуры придет доктор или выйдет скорая помощь. Вот на этом у меня такая вся сегодня достаточно большая, но в то же время достаточно короткая информация по тем алгоритмам основным, что необходимо делать, если вы столкнулись вот с проявлением ОРВИ или ковида. Всего вам самого доброго, но, конечно, лучше не болеть. До следующей встречи.